Спасибо депутатам правящей партии «Единая Россия». Они открыли казахам глаза на РФ. Они нам сняли розовые очки. А Путин вам не снял розовые очки, когда сказал, что у вас государства не было? Теперь понял значение слова «не брат ты мне». А что, «Единая Россия» вам была братом, что ли? Вот я, допустим, никогда не считал так это. Я считаю, что в Астрахани казахи коренной народ, в Оренбургской области коренной народ. Я вообще считаю, что эти границы проведены были в СССР, исходя из иных принципов, иных положений, экономических задач, народно-хозяйственного комплекса и так далее. Конечно, Великая Степь – это обитель, родина казахов, родина тюрок, родина кочевых народов. Русские там оказались, потому что была политика имперской колонизации. И спасибо казахскому народу, что они относятся к русским без ненависти. Как бы к тем людям, которые живут там в Уральске или в других местах, Караганде. Там много русских живет, в Алма-Ате. Казахи относятся по-братски. Казахский народ очень хороший народ, гостеприимный, гордый народ. Оскорблять его не надо. Никонов, когда это говорит, они сознательно это делают. Теперь о том, как они русских защищают, эти из фонда «Русский мир» и так далее. Помните, у меня был видеорепортаж в моем канале про русских из Ташкента, которые держали в спецприемнике для мигрантов в Тульской области. И эти люди мне прислали, значит, там видео, что нас не отправляют. Это русские из Узбекистана. Отец там был брат, и 2 сестры у него сидели в одном этом приемнике. А во время коронавируса они были, значит, задержаны. Их отец ветеран Афганистана, русский тоже живет в Ташкенте. Он мне тоже звонил после моего репортажа. Так вот, они гражданство, значит, России получить не могли, эти русские. Они сказали: наша родина Ташкент, верните нас в Узбекистан, нам там хорошо живется. В России их в тюрьме держат, в этом миграционном центре, который как концлагерь. Потом после моего репортажа, значит, и к ним прибежали испуганные чиновники и сказали: все, можете ехать на родину. Только денег-то нет отправить их в Узбекистан в ситуации коронавируса. Это билеты стоят дорого, там десятки тысяч стоят билеты. Вот, значит, мне звонит этот парень Руслан и говорит: вот я сестренок, мы наскребли денег, отправили сестренок. А я по-прежнему тут сижу, без суда и следствия, меня фактически в тюрьме держат. Мне говорят: ты можешь ехать, но так как у тебя денег на билет нету, билета нету, ты должен пока тут сидеть, в этой тюряге, значит, и пока деньги не наскребешь, не уедешь. Вот так Россия относится к русским, чтобы вы понимали. Все их разговоры: мы за русских, вот русские армяне братья, мы за русских, вот это все. Русские люди из Узбекистана не могут получить гражданство России, иначе как за огромные взятки. И уезжают в Ташкент, говоря: наша родина в Узбекистане, мы с узбеками братья. Мы знаем, как мы живем. На Чаланзаре в Ташкенте или в Фергане мы понимаем, как нам конфликты разруливать, как нам строить общую жизнь. Ходим в гости. А в России мы никому не нужны. Это в Тульской области. Коренная русская земля, откуда где Лев Николаевич Толстой жил, понимаете? Этот концлагерь, в котором их держат, миграционный центр, недалеко от Ясной Поляны, тоже там. Поэтому казахам я говорю, это на самом деле Никонов озвучивает то, что ему позволяют озвучить. На самом деле они так считают, это повторяет мнение Путина о том, что казахи никогда не имели государственности, мол, была Орда, и что государственность им дала Россия. Это, конечно, наглая просто ложь и полная чушь. Тут надо просто разъяснить, это не такой простой вопрос. Когда мы говорим государство, само по себе мы не отвечаем ни на какие вопросы.